Позера, позера, весна идет. Позера, позера, на блюде красивое яйцо. Позера, позера, в яйце белое. Позера, позера, в белом желтое. Позера, позера, а в желтке великий праздник. Позера, бледенецы мазел, позера, але посошине, позера, ашине се тюжине, позера, тюжине се инечи. Конец 80-х годов прошлого века – это время всплеска творческой активности в Мордовии. Молодые писатели, поэты, историки, композиторы, художники, музыканты искали новые пути раскрытия своих талантов. Появлялись современные музыкальные произведения, стихи, открывались художественные выставки прикладного искусства, резьбы по дереву, возникали клубы бардовской песни. Тогда же родился и фольклорный ансамбль древней музыки Мордвы «Торома». Его создатели – поэт, композитор, бард Николай Балашкин, заведующий музыкальным сектором Дома народного творчества Геннадий Дулкин, студент училища культуры Иван Ацапкин. Идейным вдохновителем и автором названия ансамбля стал молодой художник Андрей Алешкин, сегодня заслуженный художник Республики Мордовия, профессор. А руководителем – специалист по мордовскому фольклору, сотрудник научно-исследовательского института языка, литературы и искусства Владимир Ромашкин. Коллектив стал популярен в республике за очень короткое время. Впервые на профессиональной сцене зазвучали древние наигрыши на традиционных инструментах – нюди, гарзи, кальцияма, варган, вешкима, люляма. Возродилось и практически утраченное, уникальное мордовское мужское многоголосие. Все это стало настоящей сенсацией в музыкальных кругах Мордовии. Уже через год после создания, в 1991 году, Торома участвует в международном конкурсе в Нефтекамске и занимает первое место среди 100 коллективов России, получая приглашение на зарубежное турне «Франция, Испания». В этом же году еще один проект – гастроли по городам Финляндии, Швеции. Тогда же записывается первый альбом на аудиокассете. Впервые в Мордовии за макшанские и ирзянские песни музыканты получили солидный гонорар, возвращались домой после очередного фестиваля на 3 иномарках, в Мордовии они были первыми, и с большим подарком – огромным гуманитарным грузом. Репертуар и количество участников мордовских битлов, как тогда про них писали газеты, росло. В коллектив пришли Юрий Буянкин, Алексей Александрин, Андрей и Виталий Ромашкины. Важным событием в жизни группы стало участие во втором всероссийском телерадиоконкурсе «Голоса России» в 1994 году. Пройдя 3 тура прослушивания среди самых лучших коллективов России, Торома получила золотую медаль и звание лауреата первой премии. Это была настоящая победа мордовского национального музыкального искусства. Правительство Мордовии высоко оценило работу музыкантов ансамбля и поименно наградило государственной премией в области искусств. Выступая на различных сценах за рубежом и в России, коллектив остается самодеятельным. Совместное выступление Торома и женского ансамбля Минайсет Академии Сибелиуса из Финляндии дает возможность записи сразу 2 альбомов уже на компакт-дисках «Пасчонгат» и «Мастарава». И это тогда, когда в республике не было даже проигрывателя для прослушивания компакт-дисков.
1994-1995 годы киностудия «Самара Телефильм» снимает документальный фильм «Зов Торомы» и получает первый приз на международном конкурсе документальных фильмов. Спустя 3 года Торома, ее поклонники, весь мордовский народ понесли тяжелую утрату. Ушел из жизни бессменный и незаменимый руководитель, ученый, собиратель фольклора, прекрасный человек Владимир Ромашкин. Скорбь не уходит, но связь времен не оборвалась. На сцену выходят уже молодые музыканты. Они тоже воплощают в своем творчестве приоритеты первого руководителя ансамбля – поднятие самосознания своего народа, любовь к его ценностям. В память о Владимире Ромашкине участники первого состава Торомы организовывают на базе детского дома творчества этнографическую студию с аналогичным названием. Проект оказался очень плодотворным. Это и выступления на престижных республиканских мероприятиях, правительственных концертах, постановка музыкального спектакля «Времена года». Студия вошла в число организаторов первого международного детского фестиваля «Хранители», получила золотой кубок и звание лауреата первой премии на международном конкурсе в Санкт-Петербурге, гран-при на конкурсе в Праге, принимала участие в фестивалях Финляндии, Швеции, Эстонии, выпустила совместный альбом «Ванстацат» с сетуским детским коллективом из Эстонии. Приоритетом студии остаются фольклорные экспедиции. В 2006 году музыканты старого состава Торома и ансамбль Менесет из Финляндии подписывают контракт с американской музыкальной фирмой «Раса» на проведение гастролей Голландия, Бельгия. Проводят мастер-классы в Академии Сибелиуса Финляндии. Прошлое плавно перешло в настоящее. И сегодня у ансамбля Морома новые проекты, концерты, экспедиции – все, что поможет сохранить и передать поколению будущему традиционную культуру мордовского народа.